И последнее. Водители, слесари и повара на один вечер стали певцами, танцорами и актерами. В Ленске состоялся отчет творческих коллективов производственного управления «Алмаздортранс» и дочернего предприятия компании «Алроса» ЛПТС. Чей коллектив оказался лучше, расскажет Наталья Беспалова. Нынешний творческий отчет с грустной ноткой. Он посвящен Великой Отечественной войне, ведь в этом году отмечается 70-летие Победы. А как известно, песни, стихи и постановки на эту тему пронизаны болью и слезами. Творческие коллективы и просто талантливые люди всех подразделений АДТ, а также дочернего предприятия компании ЛПТС демонстрируют свои способности. Они поют, танцуют и читают стихи. У сотрудника речного порта Надежды Аксеновой совсем не творческая должность. Она контролер измерительных приборов и специального инструмента. Зато у нее яркие актерские способности. Своей сценкой в военном почтальоне она покорила всех зрителей. Ах, война! Злая ты ворожея! Превратила мою работу в тяготу неподъемную. Костюмы приветствуются, а костюмы военной тематики тем более. Никита Кутявин, сын сотрудницы ЛТП номер 1, вышел на сцену в военной форме и исполнил песню под гитару. Мама с работы спросила размер, примерно прикинули. Ну штаны великоваты, я их потянул ремнем. Оценивает конкурсантов жюри из Мирного, председатели правкомов различных подразделений «Алроса», сотрудники Мирнинского дворца культуры «Алмаз» и социального управления компании. Задача ленчан – оставить хорошее впечатление, ведь лучшие номера выберут только после того, как просмотрят творческие отчеты всех подразделений компании. Конечно, будет просматриваться тематика сценария, оформление сцены, естественно, культура поведения на сцене, актерское мастерство. И будут просматриваться также и семейные коллективы, авторское исполнение. Всего ленчане показали 27 номеров. Перед этим они долго репетировали. И даже если кто-то не пройдет дальше, не расстроится. Творческие коллективы устроили праздник для коллег и друзей. В зале Дворца культуры «Юность» был аншлаг.